Смотрите, ребята, какая елка. Вообще такая пышная. Очень много вот таких веточек. Очень шикарная елка, между прочим. Мы уже вещи собрали. Живец вот такой посуде. Конечно, без ручки неудобно. Но елка хорошая тут. Ой, блин. Да и кругом тут хорошие елки, оказывается. Вон там хорошие. Этот вообще идеальный. Но верхушка только чуть-чуть. Ладно, пойдем. Вот такие мелкие елки. И пышные. Вон там вообще. Можно сюда подъехать. За елкой. Вон, смотрите, как все. Зарастают луга такими елками, соснами. Вон как. Просто наслаждаюсь, что я вижу. Дошли до озера. Как и говорил, открыто. Вон там ключ бьет прям с земли. Я и смотрю, что-то темный цвет. Там идешь и можешь провалиться запросто. Так что не шути. Прям видно, как бьет ключ. Выходит. Чего он там лает, интересно. Тула! Тулан! Донки. О. Жалко, приблизить невозможно экшн-камерой. Но красиво. Очень даже красиво. Мы дошли до озера. Здесь я буду менять живца. Что там копает? Немножко уже нам замерзла. Нет. Да нет. Сейчас нормальную рыбу ставим. Это Тулану отдадим. Тула! Тулан! Лок! Че он копает там? Лок! Или кого-то слышит подо льдом. Не знаю. Ну вот. Ловишь, рыбка большая на маленькую. Так. Все, я закончил. Это конец озера уже. Последняя жерлица вон тут поставил. Ну, каждые 20 метров получилось. Сейчас еще там 4 штуки осталось поменять живца. И задерживаться не стану. Пойдем домой. Ледобурно я здесь оставлю. Ящик тоже. Может быть, еще вечером сюда придем. Ну, с фонариком.
Поздним вечером так попробую еще. Проверю, где что попадет или нет. Если, скажем, тут рыба клюет, можно оттуда сюда жерлицы перекинуть. Ну, надо посмотреть. Это уже вечером сюда придем или нет. Так. Ну все. Пусть ловит. Так. Все по пути нам. Все классно. Что он тут искал-то? Вот это натоптал тулан. Блин, вода поднимается, что-то непонятно, что творится тут. Тула, на! Все. Старая рыба. Точно мы. А, смотри. Что он там чувствует? Или вода там бультыхает как-то? Циркач. Вон! Уйди. Как лиса прыгает. Короче, на это старье, старую рыбу даже подхода не... На, туда, на. Все. Так. Ну все, это последний. Это был последний. Будем надеяться, живая рыба, как сказать, приманит хищника. Посмотрим. Так. Две рыбины еще осталось. Все. Так, ящик я тут тоже оставлю. И рыбу оставлю плавать на берегу. Вот так. Вон они, живчики. Не, надо сходить на избу. Передохнуть. Там уже будем смотреть, что дальше делать. Все, здесь все так оставим. Не знаю, выпрыгнут, нет рыбины. Пошли, туда, пошли в нам. Сходим на избу. Лак. Пошли. Пошли, Каям. Лак, 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 лак.
Ну что, ребят, насторожил я жерлицы. Получается 14 штук. На одном озере 9 штук. И на втором 5. Пусть ловит щуку. Мы идем на избу. Что-то у меня сегодня силы вообще нету. Устало себя чувствую. Немножко ломота в теле. Горло немножко приболело, или я фиг знаю. Надо горячий чай попить. Может, пройдет. Вот. Ну, тулан уже полежал. Меня, как обычно, он не ждет. Все время впереди бежит. Спрашивали, да, сейчас последний раз, каким селфи-палкой пользуюсь. Я, ребят, все время на руках держу видеокамеру. Сейчас подсоединен он к пауэрбанку. Снимаю на Sony 300. Компактная, легкая, качественная камера. Вроде нормально снимает. Сейчас до вечера в избе буду. Ну, все равно там я сидеть не стану. Все равно чем-то буду занят. Чем-то что-то буду делать. А уже вечером, как начнет темнеть, если не лень будет, то я схожу еще. Не так близко схожу вам ходить до тех озер. Это если рядом с избой, это хорошо. Ну, посмотрим. Смотрите, сколько елок тут. Смотрите, сколько елок тут. Вон, присмотритесь. Новогодних елок. Вон, это подсад. С того края там сотни штук. Очень много. Можно выбрать. Вон елка. Ну, надо уже сейчас присматриваться, в принципе. Если приедем на избу, вон там хорошая елка. Вообще шикарные. Мелкие и хорошие. Река открыта там полностью. Вот. Тулан уже ждет нас в избе. Печка дымится. Прилично мы ходили. По времени несколько часов. Но в таком темпе непрерывно может гореть 5 часов. И тепло держит. 5 часов горит спокойно. Тлеет там дрова. Прояснялось. Вот там все затянуло. Облачно стало. Сейчас я буду заготавливать дрова. Надо что-нибудь сварить. Может, суп, быстрый суп сварю. И в первую очередь дрова на всю ночь, чтобы хватило. В принципе, у меня спилено. Это надо еще тоже подремонтировать. Гвоздь прибить. Так, это сюда. Чтобы не забыть. И дополнительно еще, наверное, спилю несколько полен. Вон, уйди, Тулан. Вот так вот. Нагулялись. Пока нагулялись. О, избушка тепло. Так, сейчас жару поддадим. Вообще жарко станет.
не стемнело, ребята, я решил сварить суп. Ну, приготовить еду. Как ни крути, все равно придется это сделать. Потому что есть все равно надо. Сперва суп сварю, потом уже буду думать. Может, какое-нибудь второе еще можно сообразить. Время сейчас глянем. 12:55, уже первый час. Считай, в 3 часа уже начинает темнеть. Не разгонишься. Много не успеешь, ничего. Планов до хрена. Туда сходить, это сделать. Но быстро темнеет у нас на севере. Еще загорелось как. Тут каши остаток осталось. Разбавлю сейчас. Такой супчик сделаю для него. Поест. Вкусный бульончик я ему сейчас сделаю. Знаете, жир там, мясо. Много вкусного еще после меня осталось. Целая сковорода. Вот и все. Ништяк. Ну и иди туда, можно? Атай, оскузыш. Не украду я у тебя. Ща. Набегался, аппетит тоже нагулял. Ну и еще вечером так накормлю его, и вполне достаточно. Ну, ща. Так, ну у нас уже сумерки начинаются, ребят. Где у меня варежки? Я потерял. Варежки не могу найти. Немножко пострелял. Снимать ничего не стал. Пострелушки сейчас у меня на второй избе вы видели. Ничего такого нету. Почему я стрелял? Знаете, вот давно уже мне писали в комментариях. Вот знаете, вот оптический прицел. Сейчас вот оптический прицел. У меня вот это ушко стояло тут, а это вот здесь. Как бы я на четверть оборота повернул оптический прицел. И получается вот так он сейчас выглядит вон. Сейчас уже должны писать мне, что правильно стоит. Хотя я 10 лет стрелял нормально. Много чего я добывал. Ну, поправку сделал, одним словом. Может, еще лучше буду стрелять. Заодно пристрелял новые патроны. Также вот сейчас я купил матч. Вон, стрелял 14 штук тут. Ну, кроме этого еще дополнительно. Это коробка матч, но тут у меня стандарт патроны.
стандарт. 2 вида патронов пострелял. Короче, настраивал оптический прицел с помощью этой штучки, но стрелял с упора вот здесь. Потому что отсюда, ну, на карабин это у меня все сделано, не подходит чуть-чуть. Ну, так прицел навел, поставил, очень удобно, четко там настраиваешь и прицел наводишь. А стрелял вот отсюда. Первоначально вот сюда выше шли пули, потом вот такая куча. Вот это на 100 метров. Я сразу моментально стал стрелять на 100 метров. Это, ребята, на 100 метров вот такая, как сказать, такой результат, скажем. Вот. Это на 100 метров. Получается раз, ну это второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12 патронов тут у меня. Здесь и стандарт, и матч, ну вот такая куча. На 100 метров, вот. Потом контрольный выстрел я сделал еще, уже как бы пристрелял, более-менее контрольный выстрел. Контрольный выстрел у меня получилось вот на 100 метров, это стандарт. Стандарт. Вот. Ну, примерно 3 сантиметра, 4 разброс такой. И этот матч у меня выше. Но сразу скажу, у матча разброс больше. Здесь не помню уже где какие пули. Вот не помню, блин. Может это и это. Но где-то на 8 сантиметров. Разброс, блин, не угадал я с патронами. Прикупил 4 пачки, но как ни странно, стандарт лучше показал на 100 метров. Однозначно лучше. Ну и тут еще стрелял на 50 метров. Это уже 50 метров. Сперва не понимал, каким прицелом прицеливаться. Первый выстрел вот сюда пришла. Крестиком вот под яблочко. Сюда бил я 100 метров крестик. Прям в яблочко. Потом вот 50 метров под яблочку выстрелил. У меня, короче, первая пуля, наверное, не помню, или вот сюда пришла, или вон туда пришла. Короче, одна из двух. А, она вот сюда пришла. Потом стрелял второй патрон, и в конце-то концов я понял. Сейчас уже прицеливался вот сюда. А, выше, да, выше было. Вот сюда надо прицеливаться. Где-то от яблочки на 3 сантиметра крестик, чтобы был. Вот тут. Вот. Ну и попадание вообще в огонь. Где-то возле гвоздя первая пуля, вторая, третья. Ну, я уже перестал потом стрелять, надоело. Я уже понял, что на 100 метров, если руки не трясутся, уже 10 сантиметров диаметр, в косача ты точно попадешь, или в глухаря, можно и в рябчика попасть легко. Также уже, но, знаете, много надо стрелять, просто понять, куда пуля летит. А чтобы снимать, я при стрелке больше снимать уже не стану, потому что с будущего года, с января, по новым законам вообще стрельба ближе от избы 200 метров не разрешается, и законы меняются, за все могут тебя наказать, одним словом. Ну, может, результат стрельбы буду показывать, а где, как стреляю потом, не стоит этого, наверное. Также за оружие много YouTube, как сказать, банит видео, также банит. Я выкладывал видео, как я делал ловушку, показал, как глухаря там поднимает там ловушка. Тоже у меня YouTube удалил это видео. Так что будьте внимательны, кто хочет снимать видео. Думаю, про оружие, про ловушки лучше вообще эту тему даже не надо заморачиваться, чтобы снимать там. Рано или поздно YouTube удалит эти, как сказать, эти видео. Ну и почему я стреляю еще вот из мелкашки? Потому что основное оружие, конечно же, у меня
круглый год, но не как круглый год, а, скажем, осень и зима, походу, будут с оружием север. Ну, в крайнем случае, я тоже лось тоже буду брать, конечно. На все запреты еще не сделали, на боровую птицу только. Вот. Ну, что еще сказать? Результатом, в принципе, я доволен. Если четкий упор, вот, ну, у меня вот такая чурка тут упор, потом все равно немножко, да, шатается ствол. С хорошего упора, думаю, ну, 5 копеек можно уложить там пули. А 50 метров это не рассматривается, это попадаешь однозначно. Патроны, в принципе, ну, знаете, вот два вида патрона здесь у меня. Стандарт и матч. Стреляешь, звук одинаковый, мощность одинаковая. Никакой разницы не вижу. Как будто патрон один, а коробки разные. И все. Переплачивать не надо. Что стандарт, что матч, в принципе, одинаковые. Только в цене там разница. А советские патроны, в принципе, до 100, до 120 метров. Хорошие патроны, дешевые. Все, уже темнеет. Хотел много чего, но с этими пристрелками, вот 100 метров, вот туда-сюда, блин, знаете, вот 20 патронов, 100 раз я туда ходил, считай, уже, блин, больше километра там. Даже, да, больше километра. Сейчас подкинул еще дровишек. Хорошо, погода вообще идеальна. Также я на карабине лось также переставил, ну, оптический прицел. Установил как положено, так скажем. Вот знаете, вот даже номер сейчас я вижу оптического прицела. Это действительно вот так и должно стоять. Вот. Ну, я самоучка все равно как-то, в принципе, я и не догадывался, что так должно стоять. Ну да ладно, что потом. В принципе, я не вижу никакой разницы, что так стреляю, что развернутым по-другому, хоть еще на полоборота разверни, ничего такого. Стреляет одинаково. Вот. Ну и другой раз еще приеду с лосем сюда, с карабином лось, и также буду пристреливать. И уже оружие к бою готово. В принципе, нормально. Куча хорошая, вон. 100 метров. Это 100 метров тоже. Ну и тут еще 2 пули вон. Выше пошли. Стрелял в центр. И здесь 50 метров. Ладно, сейчас дальше будем заниматься. Сейчас все-таки надо дровишки хоть заготовить. А с этой стрельбой, блядь, 1,5 часа наверное стрелял. Не меньше. Ну что, ребят, я в темноте. Ну, другого варианта у меня нету света. От фонарика свет идет. Сейчас уже начинает темнеть. Время я сейчас посмотрю. 3 часа. 14:59. Видно. 3 часа. Сейчас я быстренько надо перекусить. И все-таки у меня нет терпения, я хочу еще сходить. У меня силы есть, я не устал. В принципе, что сегодня? Это устаешь, когда ты целый день бревна таскаешь. Вот тогда ты устаешь действительно. Когда ты на работе в лесу. Вот это действительно усталость. Там набирается. Ну, у нас, когда я работал у лесного предпринимателя, короче, 6 лет я там работал. И, ну, как он нам говорил, час работы, 5 минут перекур.
Бывает там 10 минут перекур. Ну, он так говорил. Конечно же, так в таком так не будешь. Все равно ты будешь и минут 20, там, если захочешь, будешь э, отдыхать. Но план, говорит, надо, чтобы был, скажем, 1000 кубов сделать в месяц или 2000 кубов. Надо работать. Ну, действительно, мы работали. Работали, вот 7 часов выезжали, 5 часов обратно с работы выезжаешь. 7 часов из дома и 5 часов из работы, как сказать, из Елянки уезжали. Вот. Кормили обедами. Нормально, весело было. Когда еще дела идут, трактора не ломаются. Вообще по кайфу. Деньги платил. Жаловаться не стану. Полностью не стал снимать, как я приготовил суп. Суп, картошка тут, консервы, свинина. Свинина там. И еще сюда я закинул, знаете что? Я не стал уже пачковый суп закидывать. Густой становится. А бич-пакет. Пачку бич-пакета сюда закинул. Ну и по-таежному буду из котелка я быстренько поем. Потому что я один. Пачкать не стану. Я тарелки там мыть сейчас. Зимний сезон. Это летом все хорошо на улице помыл. Ну, я с котелка съем. Вот. Так что сейчас я покушаю и давайте сходим еще. Придется фонарик взять. Все под фонариком буду снимать. Потому что сейчас темнеет. Ну, будет интересно, я думаю. Нельзя. Господь, Тулан. Господь. Любопытный. Ты смотри. Наглеет. Тулан. Господь. Не надо наглеть. У собаки место на улице. Это в доме держат только дворняшек. Он должен ночевать на улице, охранять избу.